Шейх Али Митаев – своеобразная и незаурядная личность в нашей истории. Время, в которое он жил, изобиловало важными, подчас противоречивыми событиями, изменявшими как судьбы отдельных людей, так и целых народов и государств. Он был не просто равнодушным свидетелем рождения нового мира, а активно участвовал в его созидании. Родился он в 1881 году в селе Автурын, ныне Шалинского района Чечено-Ингушской ССР, в семье шейха Бамадгирей Хаджи Митаева. Окончил городскую школу в Грозном, медресе и полный курс высшей арабской школы. Хорошо владел чеченским, арабским и русским языками. Всесторонне образованный человек, Али Митаев разбирался в сложных вопросах политики, истории, философии. Был просветителем. В 1912 году он основал в Автурах мусульманское медресе и русскую школу, в которой изучали русский, чеченский, арабский языки, естественные науки, ботанику, зоологию, биологию, географию и другие. В медресе Митаева, как вспоминал известный ученый-арабист нашего времени Усман Тамбиев, большое значение придавали, кроме теологии, ораторскому искусству, логике. В свои учебные заведения преподавателей он подбирал сам, устанавливал им за свой счет зарплату. В его русской школе работал и один из первых чеченских просвещенцев Шарип Тазуев из Карачоя, окончивший в Тифлисе учительскую семинарию. Люди тогда жили бедно, и поэтому шейх Али Митаев плату за обучение брал не у всех. Для приезжих устроил общежитие со столовой. В свое время замалчивался факт участия молодого Али Митаева в 1910 году в нападении на Кизлярский банк вместе с Зелимханом Карачоевским. Стараясь отвлечь внимание властей от подобных разговоров, мюриды Бамадгирей Хаджи якобы участвовали в поимке знаменитого Абрека. Зелимхан же в это время сидел в Кунакской шейха, ожидая конца облавы. В 1910 году в Чечено-Ингушетии стала складываться ситуация, близкая к революционной. Приехавший в 1911 году грозный помощник наместника Кавказа по военной части генерал Шатилов высказал мнение о необходимости высылки из пределов края наиболее влиятельных представителей, как лиц, вредных для общественного порядка и спокойствия. Был сослан в Калугу и Бамадгирей Хаджи, после чего Али Митаев был провозглашен шейхом. С этого времени начинается его активная общественно-политическая деятельность. Им создаются параллельно действовавшие и в первые годы советской власти шариатские и так называемые народные светские суды. Популярность и авторитет молодого шейха росли на глазах. Об этом свидетельствует и такой факт. После Октябрьской революции в России гарнизон крепости Ведено решил покинуть Чечню. Солдатам хотелось домой, к своим семьям. Но выйти из крепости не решились, боялись нападения чеченцев. Комендант крепости заявил, что так просто оставить крепость он не может. Ему нужно было сдать ее в чьи-то надежные руки. И он назвал имя шейха Али Митаева. Для переговоров в крепость прибыла чеченская делегация. Переговоры прошли успешно, и вскоре к крепости было подано более 400 подвод. Но чтобы не унижать достоинство офицеров, Али Митаев оставил им личное оружие. У каждой подводы поставил надежную охрану из своих мюридов и без единого выстрела доставил всех на станцию Гудермес. Когда ветер октябрьских перемен достиг предгорий Кавказа, люди потянулись к большевикам, надеясь получить из их рук свободу и землю. Поэтому немало чеченцев сражались за советскую власть в отрядах Гекала и Чеченской Красной Армии Шарипова. В годы гражданской войны Митаев со своими мюридами возглавил борьбу против 3000-й белой армии генерала Лазаря Бичерахова, двигавшегося из Порт-Петровска на помощь своему брату Георгию Бичерахову, поднявшему в Моздоке белогвардейский мятеж. Несмотря на помощь Георгия из Червлены, Лазарю Бичерахову не удалось сломить оборону чеченцев, возглавляемую шейхом Али Митаевым. Он вынужден был оставить Чечню и отступить в Дагестан. Революционный Грозный был спасен. 1919 год пришел в грохоте орудий и дыму пожарищ по всему фронту, открытому деникинцами против чеченцев и ингушей, от Далакова до Гудермеса. Разгром Далакова, Кантышева, Воздвиженской, кровопролитные бои у Алхан-Юрта, Гойты, Чечен-Аула. В цепи этих сражений немаловажное значение имеет и Цацанюртовское сражение, когда главнокомандующий войсками Терско-Дагестанского края генерал-лейтенант Ляхов двинул на село отборную дивизию, цацанюртовцы обратились за помощью к соседям. Прибыло ополчение из Гилдыгена, небольшие группы из Гойт, Шали, Атагов, Чечен-Аула. Приехав с 600 мюридами, оборону Цацанюрта возглавил шейх Али Митаев. У защитников Цацанюрта была только одна пушка, но они превратили в крепость каждый дом и метким огнем пулеметов и тысяч винтовок обескровили наступающие полки противника.
После каждой атаки противник откатывался назад, неся большие потери. К вечеру село засыпало, большинство домов было разбито. Поредели ряды защитников Цацаньюрта. К закату солнца у повстанцев кончились последние патроны. Враг ввел бой свежей части, и защитники Цацаньюрта с пением предсмертной песни бросились в рукопашную. Когда стемнело, шейх Али Митаев приказал оставить село. Дальнейшее сопротивление не имело смысла. Надо было сберечь людей. Защитники Цацаньюрта в этом бою потеряли убитыми 373 человека. Деникинцы переправили в Гудермес более 500 трупов и большое количество раненых. После установления в Чечне советской власти, будучи членом Ревкома, шейх Али Митаев навел порядок на железной дороге. Прекратились нападения на поезда. Видя преждевременность многих советских преобразований в горском обществе, учитывая нормальную психологию, хозяйственный уклад, обычаи, он рассчитывал создать единое государство горцев Кавказа. Он советовал не спешить с советскими преобразованиями, так как большинство чеченцев еще не было подготовлено к восприятию ни советского законодательства, ни так называемой коммунистической морали, ни новых органов управления. Наивно веря в декорации, обращения к народам России, мусульманам Востока, в возможность самоопределения для всех без исключения наций и народностей, он надеялся, что советская власть предоставит им такое право. Имея под ружьем 6000 мюридов, он не предпринял против советской власти ни одного акта вооруженного выступления. Шейх Али Митаев был интернационалистом. Когда юг России охватила засуха и начался голод, он послал на Украину 3 вагона с зерном. Убийство мирного христианина, говорил он, такой же тяжкий грех, как и убийство мусульманина. Однако органы ГПУ, боясь его влияния на массы, получив согласие Центра, подвергли Митаева репрессии. Уезжая за границу, Топа Чермоев приглашал его с собой, обещая часть богатства. Однако Митаев наотрез отказался покидать родину. Человек широкого кругозора, он предупреждал о возможности установления в СССР жесточайшей диктатуры нечистоплотных политиканов, не имеющих ничего общего со свободой и демократией. Говорил об опасности непоследовательности внутренней политики, которая может завести страну в тупик. Предвидел многое из того, что было в 30-е и 40-е годы. Он был человек удивительной душевной красоты, кристальной честности, чистоты и порядочности. Это была незаурядная личность, а личностей Сталин не желал признавать. Когда Сталин оказался у власти, повсеместно началась борьба с антисоветскими элементами. Обвинения фабриковались в центре и на местах. В выборе средств не гнушались ничем. Особенно трудно приходилось нестандартно мыслящим, ярким, одаренным личностям, которые не умели и не хотели рядиться в тогу верноподданного, бессловесного обывателя. Вот почему массовые репрессии и в Чечне начались еще в 20-е годы, именно с ареста за инакомыслие и влиятельность шейха Али Митаева. По возвращении из Турции в Батуми был арестован младший брат Али, Умар Митаев. ГПУ распространила слух, что он будет выпущен на свободу, если к властям с просьбой о его освобождении обратится сам шейх. Али Митаев знал, что это западня, но он презирал трусость, подлость, вероломство. И 8 марта 1924 года явился в ГПУ. Его арестовали и тотчас спецпоездом отправили в Ростов. После этого по всей Чечне начались массовые аресты духовных лиц, закрытие мечетей, медресе, шариатских судов. Недоучившийся семинарист Джугашвили перешел в свое первое наступление против народа.